Вот одна из последних историй. Жителю Казани позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил: 800 тысяч рублей со счета мужчины пытаются вывести мошенники. Чтобы обезопасить деньги, нужно снять все средства и передать представителям полиции. Он им поверил и потерял 29 миллионов рублей. Дело пока не раскрыто. Во второй половине прошлого года в стране наметилась тенденция на снижение преступлений, связанных с мошенничеством. В некоторой степени это может быть связано с ужесточением наказаний за данные деяния. Тем не менее, в Татарстане в январе этого года каждый день в среднем фиксировалось по 50 подобных преступлений. Только за месяц злоумышленники украли 400 миллионов рублей. Если вы стали жертвой мошенников, правоохранители рекомендуют первым делом обратиться в свой банк и банк получателя. Антифрод-система помогла пресечь 1413 преступлений только в январе. Привлекаются лица, согласно администрировать сим-боксы, через которые осуществляются мошеннические телефонные звонки. Напомню, что с прошлого года введена уголовная ответственность за использование сим-боксов и GSM-шлюзов. Уже в текущем году за данную деятельность задержано 3 лиц, возбуждены уголовные дела. Телефонное мошенничество – это не единственная киберугроза, но она по прошествии времени оставляет далеко позади некоторые высокотехнологичные способы, такие как вирусное заражение программных устройств. Развитие информационных систем и усложнение банковской защиты вынуждает преступников возвращаться к классике – телефонному мошенничеству. Самые популярные схемы – обзвон жертв от имени якобы сотрудников ФСБ или Центробанка. Уберечь себя поможет самозапрет на получение кредитов. Этой опцией на госуслугах воспользовались свыше 600 тысяч татарстанцев. Эффективность показал и введенный лимит на количество сим-карт на одного абонента. Установки самозапрета на сим-карты, как уже было сказано, не более 20 сим-карт сегодня разрешено на каждого пользователя. И можно убедиться, сколько сим-карт таких есть у вас через портал госуслуг. В последнее время в связи с усилением антифрод-защиты банка, банковской системы в целом, дропы переходят в офлайн режим, где направляют курьеров дропов непосредственно к жертве и получают денежные средства. Все чаще в эти схемы вовлекают детей, подростков и даже иностранных граждан. Для вербовки используют онлайн-игры и соцсети. С прошлого года пособничество мошенникам, даже непреднамеренное, стало в России уголовным преступлением. На некоторых номерах помечается то, что это спам или мошенники, и иногда автоматом сбрасывают. В целом вообще не отвечает на звонки людей, которые названивают постоянно левые номера. Психологи напоминают, в качестве жертв обмана преступники выбирают самых уязвимых – пожилых людей, многодетных женщин и мам в декрете, детей и людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Тагир Валиди, Ринат Сахибгареев, ТНВ, Казань.